В наши задачи, в задачи моей группы входит подводное обследование водоема озера Рица, именно там, где можно найти фрагменты или предметы, относящиеся к историко-культурному наследию Республики Абхазия, которые, если мы найдем, обязательно передадим в музей или на дачу Сталина, чтобы они экспонировались, провести осмотр озера, сделать подводную фото-видеосъемку, убрать мусор бытовой, если такого имеется, и постараться достигнуть максимальной глубины в это время года на озере Рица. Поэтому мы очень рассчитываем, что то, что по знанию местных старожилов, да, то есть второй катер, подобный, который сейчас ходит по озеру Рицу, и знаменитые ящики с шампанским мы найдем. Зная, что вода в озере Рица очень холодная, мы поэтому подготовились, ребята все технические дайверы, поэтому мы специальное у нас снаряжение. Это вот, например, покажу, это называется сухой костюм, который не промокает, и тепло в нем сохраняется, например, за счет наших толстых поддев, и туда подкачивается воздух, и за счет прослойки воздушной сохраняется тепло. Поэтому в этом костюме мы можем погружаться в любую холодную воду, даже под лед, даже в Антарктике погружается вот именно в таких сухих костюмах. Как уже сказал, оборудование самые современные, это вот технические скубы, акваланги, собранные уже, получается, подковы. У нас есть все системы безопасности, вот видите, буи на всякий случай, регуляторы, основные, запасные. Каждый из нас обучен фото-видеосъемке. У нас профессиональные фотокамеры с подводным светом. Они разной конфигурации, рассчитаны на разную глубину. Вот, можете наблюдать, они все разные. И, кроме того, все мы обеспечены и оснащены специальными гаджетами, такими, например, как подводные компьютеры, которые полностью показывают глубину, температуру, сколько осталось воздуха